На канале Абхазского телевидения вы смотрите информационный выпуск Камши-Кушара. Здравствуйте. Приближается главный праздник нашей страны – День Победы и независимости Абхазии. 27 лет назад, 30 сентября 1993 года, абхазский народ одержал победу в кровопролитной войне. А 16 сентября началась последняя наступательная операция абхазской армии, вошедшая в историю под названием «Сентябрьское наступление». С сегодняшнего дня до 30 сентября мы будем каждый день рассказывать о том, что происходило в эти дни на фронтах Отечественной войны народа Абхазии. 16 сентября на Восточном фронте абхазские подразделения, получив боеприпасы и дополнительное вооружение, действуя по общему плану, атаковали позиции противника в селах Араду, Цагера, Ахалдаба и в районе Кадорского моста. Задача была выполнена. Центральная автотрасса была перерезана. На Гумистинском фронте форсирована река Гумиста. Успешной атакой было освобождено село Нижний Каман. Установлен контроль над Верхнегумистинским мостом. Взять под контроль берег Гумисты от мраморного цеха до подножия горы Цугуровка возле объездной дороги. От Нижнего Гумистинского моста абхазские отряды выдвинулись вперед на 500-600 метров. Противник провел контратаку и добился тактического преимущества на данном участке. Но абхазские бойцы через Нижний Каман вышли к Сванской башне и недалеко от нее заняли позиции. Освобождены села Одыш и Верхняя Линда. Абхазские отряды освободили развилку Одыш-Гварда. Президент Абхазии 15 сентября проинспектировал объекты, восстанавливаемые в рамках российской инвестпрограммы в городе Гагра. Аслан Бжани ознакомился с ходом ремонтных работ в парке Принца Ольденбургского, осмотрел колоннаду и набережную. Глава государства также провел совещание, в котором приняли участие премьер-министр Александр Анкваб, члены правительства, депутаты Народного собрания, актив района. Репортаж о рабочей поездки Аслана Бжания в Гагру смотрите в нашей программе 17 сентября. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 160 граждан. Диагноз COVID-19 подтвержден у 30 из них. На данный момент в Гудаутской центральной районной больнице находится 71 человек. Из них 69 подтвержденных на COVID-19. В тяжелом состоянии 6 человек. Средней степени тяжести 20 пациентов. Выписано 6 человек. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 756. Из них 198 пациентов выздоровели, 7 летальных случаев. Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения. В связи с эпидемией коронавируса люди часто спрашивают, к кому выезжает мобильная бригада. У кого в первую очередь эпидемиологи берут пробы на коронавирус. Куда надо обращаться за медицинской помощью в случае недомогания и ухудшения здоровья. На эти и другие вопросы отвечает главный санитарный врач Сухума Алла Беляева. Кому выезжает мобильная бригада? В первую очередь это люди-инвалиды. Лежачие инвалиды, инвалиды-колясочники, детки с ДЦП. То есть это первая категория. Вторая категория – это очень пожилые граждане. Третья категория – это дети. Четвертая категория – это люди, которые очень высоко температурят, очень плохо себя чувствуют, которые не могут самостоятельно дойти до пункта забора. Также еще одна категория – это те, кого передает скорая помощь. То есть, кому выезжала бригада скорой помощи, определила, что человек чувствует себя очень плохо, и, соответственно, они нам передают такие адреса. И уже потом ко всем остальным. И плюс еще мобильная бригада забирает контрольные анализы, у кого уже подтвержденный ковид, и которые находятся на домашней самоизоляции. То есть эти люди являются вирусовыделителями, соответственно, очень нежелательно, чтобы они перемещались по городу самостоятельно.
Поэтому на контрольные мазочки выезжает мобильная бригада. В нынешней и в любой ситуации, если человек почувствовал себя нехорошо, первое, что ему надо сделать, это по телефону связаться с участковым терапевтом. Телефоны поликлиники есть и 09, можно позвонить, спросить. И в первую очередь связаться с участковым терапевтом, объяснить ему ситуацию. И участковый терапевт уже постарается разобраться в этой ситуации. То ли это похоже на ковид, да, то ли это какое-то другое заболевание. Никто не отменял и другие заболевания. И те же ангины, и те же бронхиты, они были, есть и будут. Их просто надо отличить от ковида. Не медик этого сделать, не то чтобы не может. Есть очень характерные симптомы ковида. Да? Вот если пропал вкус, запах, то это скорее всего ковид. И все равно надо позвонить участковому врачу и сказать: вы знаете, вот у меня такая ситуация, у меня пропал вкус, запах. Участковый терапевт даст направление на кабинет по забору мозгов. Но что, к сожалению, этот кабинет посещают очень много людей, которым: а мне интересно, а я вчера контактировал с больным, не понимая того, что если вчера контактировал, то сегодня еще ничего не будет. Первоочередные задачи по минимизации рисков распространения COVID-19 были обсуждены на заседании Общественной палаты. Во встрече приняли участие заместитель руководителя администрации президента Джансух Нанба, заместители министра здравоохранения Тенгиз Варданя и секретаря Совбеза Геви Габня. О том, какие предложения звучали на встрече, расскажет Шазина Ханаглобха. Члены Общественной палаты обеспокоены складывающейся в республике ситуацией с распространением коронавирусной инфекции. Каждый день число заболевших COVID-19 растет. На этом фоне встает вопрос нехватки медперсонала. Нам отрадно вчера было видеть, что президент посетил госпиталь в Гудаутске, также сделал некие поручения в отношении медперсонала. Но все равно врачи говорят, что не хватает рук, а врачи тоже заболевают. Врачи удивительно, знаете как, они тоже уходят на карантин. Вот они продежурили и уходят на карантин. А их заменить порой неким. Нет санитаров. Вот эти вот вещи, конечно же, надо было нам, наверное, всем предусмотреть, потому что у нас все-таки есть медучилище, есть люди, которые стремятся стать врачами будущими. Да, вот 5-й курс медучилища можно было бы как волонтерами послать, у них бы и опыт был бы, это во всем мире делается. По словам заместителя министра здравоохранения Тенгиза Варданя, на сегодняшний день все пациенты, находящиеся в Гудаутской ЦРБ, получают необходимый уход и обеспечены медикаментами. Гудаутский ковид-госпиталь в полной мере обладает всеми медикаментами, которые сегодня могут даже понадобиться. Не то, что уже нужны, а могут даже понадобиться. Это у нас есть в этом центре в полной мере. И потом питание. Прекрасное питание. Кормятся они очень хорошо. Это, конечно, надо сказать и волонтерам огромное спасибо, нашим коммерсантам, бизнесменам. Есть люди, которые загружают за свои деньги целую «Газель» и отправляют в госпиталь. В обществе все еще несерьезно относятся к пандемии коронавируса, а предписания СЭС многими не соблюдаются. С сожалением отмечалось на встрече. Вот почему члены комиссии по здравоохранению, созданной при Общественной палате, говорят о необходимости введения определенных ограничений. У нас отсутствует сегодня в государстве контроль за соблюдением тех рекомендаций, которые существуют. Просто объявляем, штаб собирается, штаб ежедневно обращается к народу. Соблюдайте рекомендации. Но кто контролирует его соблюдение? Рынок, посмотрите, там, если провести сейчас сплошную, полностью, элементарную, лабораторное исследование, я думаю, что там больных будет очень много. Потому что мы подошли к черте, я последнюю неделю взял, каждый четвертый из всех, которые исследованы, каждый четвертый больной. А если вчерашний день, каждый третий. Руководителями государства предпринимается ряд мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Об этом на заседании Общественной палаты сообщил заместитель руководителя администрации главы государства Джансух Нанба. Специальными распоряжениями президента были даны соответствующие поручения правительству, в рамках которых правительству было поручено определить
наиболее приоритетные направления деятельности, в том числе и бюджетного финансирования. Как вы понимаете, в первом списке этих вопросов у нас стоят мероприятия, связанные с расходами бюджетных средств именно на борьбу с распространением вирусной инфекции. Джансух Нанба также ознакомил членов Общественной палаты со списком ограничительных мер, которые планируется ввести в Абхазии в ближайшее время. Участники встречи отметили, что нужно как можно чаще информировать граждан о необходимости соблюдения мер предосторожности, чтобы уменьшить риски распространения коронавирусной инфекции. Шазина Ханагва, Тамас Чиковани, Абхазское телевидение. Глава администрации Сухума Беслан Эшба провел совещание, посвященное эпидемиологической ситуации в столице с участием главных врачей сухумских медучреждений, начальников управлений здравоохранения и образования, главного санитарного врача столицы. Оно было посвящено улучшению работы в связи с ситуацией с распространением коронавируса. Ситуация не опасная, но сложная, сказал мэр Сухума, открывая совещание, посвященное недопущению распространения коронавируса. Беслан Эшба заметил, что есть мнение жителей столицы, которые отмечают сбои в работе медучреждений и процессе тестирования населения. По мнению мэра, нужно улучшить работу больниц и поликлиник, чтобы ни один житель столицы не принимал самостоятельно решение, куда ему идти, какие тесты сдавать. А в случае подтверждения коронавируса должен быть четко определен план действий. Вы все максимально работаете так, чтобы ситуацию управлять, но есть сбои. Очень сильно волнует момент первое обращение наших граждан и дальнейшее их сопровождение. Человек, который или по симптомам, или по ощущениям все-таки решил обратиться в лечебное учреждение, пока не в скорую, значит, он обращается в городскую поликлинику. Глава Сухума дал поручение начальнику управления здравоохранения Ирме Вобу уже завтра представить схему взаимодействия медучреждений, ответственных за процесс передвижения пациентов и дальнейший контроль. На сегодняшний день городская поликлиника не только принимает пациентов, но и по телефону консультирует граждан, как действовать и куда обращаться, а в случае надобности за ним присылают медиков, которые отвезут их на обследование или же на месте забирают тесты. Мы как-то вышли на такую прямую линию, нам легче стало работать. На определенную. Да, мы знаем, что куда послать, как послать, дополнительные методы обследовать. Каждый день с Аллой Ивановной на телефоне. Мэр интересовался готовностью городской клинической больницы к приему пациентов. Заместитель главврача больницы Алина Хагба проинформировала, что врачи готовы к работе. Клиническая больница будет проводить ПЦР-тесты до 17 сентября. Далее пациентов будут принимать в инфекционные больницы, которые открываются после ремонта. Ирма Воба проинформировала, что все медучреждения столицы обеспечены всеми необходимыми антисептиками, перчатками, масками, средствами индивидуальной защиты персонала. Также диссредствами обеспечены школы и детсады. По обработке диссредств, антисептики пока у нас есть, это все хватает. Беслан Эшба отметил, что есть случаи, когда учителя самоизолировались, ссылаясь на контакты с больными ковид, а дома занимаются с детьми, которых родители не пускают в школу. Он поручил начальнику управления образования Станди Таркел взять под контроль подобные случаи. Проверить, тот или иной преподаватель, контактировал он, не контактировал, сдавал, не сдавал анализы и так далее. Что касается детей, Астан-Дозорона постоянно мониторит ситуацию. Постоянно мониторит ситуацию и с детской поликлиникой на связь. Беслан Эшба особо подчеркнул, что сотрудники медучреждений должны строго соблюдать меры предосторожности. Он отметил, что нужно исключить в дальнейшем массовых случаев заражения коронавирусной инфекцией в самих больницах. Я буду делать объезды контрольные по всем медицинским учреждениям. Понятно, что люди приходят, они могут быть без масок и так далее, себя обезопасить. Примеры у нас такие есть, где мы из-за этого получили проблему. Глава Сухума считает, что нужно создать координационный центр при администрации, который будет корректировать работу медицинских учреждений в организационном плане на период эпидемии. И выработаем решение для того, чтобы это работало так, чтобы наши жители города не думали о том, куда им звонить и куда бежать. Время непростое, прошу ко всему относиться ответственно. Мадина Абганба, Давид Давидзба, специально для Абхазского телевидения.
Президент Абхазии подписал указ о присуждении государственной премии имени Дмитрия Гуля в области литературы, искусства и архитектуры за 2017-2019 годы. Согласно указу, в соответствии с решением комиссии по государственной премии имени Гуля за высокохудожественные произведения, ставшие широко популярными в обществе, премии удостоены Белла Барцец за серию публицистических работ, посвященных жертвам сталинских репрессий в Абхазии, пепелище Абата, Беслан Касланза и Светлана Шаменкова за восстановление Новоафонской средней школы, Денис Чачхалия за сборник поэтических переводов «Поэзия отражений». Госпремия имени Гуля была учреждена в 1967 году. Премия в области литературы, искусства и архитектуры вручается один раз в 3 года. Профессору, академику Академии наук, Российской академии естественных наук, Европейской академии естественных наук, заслуженному деятелю науки Абхазии Зурабу Миквабе исполнилось 70 лет. Поздравление премьер-министра Александра Анкваб, направленном в адрес юбиляра, отмечается, что Зураб Ясонович на протяжении многих лет занимается важной научной, исследовательской, практической деятельностью, пользуется заслуженным авторитетом среди коллег в Абхазии и за ее пределами. Руководство республиканского унитарного предприятия «Черноморэнерго» побывало на Ингургэс, чтобы на месте оценить ситуацию и обсудить со специалистами пути выхода из энергетического кризиса. С проблемой дефицита электроэнергии в осенне-зимний период Абхазия сталкивается не первый год. И, как отмечают энергетики, главная причина этого – нерациональное использование электричества. Алика Трапш продолжит тему. В ходе совещания с председателем Совета директоров Ингургэс Ливаном Мибония генеральный директор Черноморэнерго Михаил Логу отметил, что цель визита – совместная выработка механизмов для обеспечения Абхазии электроэнергией в осенне-зимний период с наименьшими потерями для населения республики. Таких нагрузок, как в этом году, не было. То, что вы отметили, что даже в период, когда курортного сезона еще в Абхазии не было, значительно превышали нагрузки аналогичных период прошлого года. И то, что они сегодня растут, ну, не говоря о том, что нас ждет в те пиковые месяцы, которые каждый год больше всего нас напрягают. Ну, тут речь идет о комплексе, целом комплексе проблем. И вот одна из целей нашей сегодняшней встречи – выработать то оптимальное решение. В любом случае оно будет непростым. В любом случае оно будет сложным, но из всего спектра решений мы выберем то, надеюсь, совместно с вами, и потом контактируя с нашими коллегами, которое наименее болезненно отразится на населении Республики Абхазия. На сегодняшний день выработка электроэнергии Ингургэс составляет 2 миллиарда 38 миллионов киловатт-часов и порядка 450 миллионов киловатт-часов вырабатывает перепадная ГЭС. Из них Абхазия потребила более 1,5 миллиардов киловатт-часов, что на 360 миллионов киловатт-часов больше, чем в прошлом году. И это несмотря на то, что нынешний курортный сезон начался позже обычного. Впереди нас ждут холодные месяцы, и стоит ожидать резкого увеличения потребления. В таком случае дефицит электроэнергии к 15 февраля, а именно к моменту приостановки работы Ингургэс, может достигнуть очень больших показателей, отмечает председатель Совета директоров Ингургэс Ливан Мибония. Октябрь, особенно ноябрь и декабрь, будут тяжелейшие. Даже, может быть, линии не будут уже выдерживать, если не будет отключать. Наверное, будет хорошо, если мы сделаем какую-нибудь автоматику от перегрузки линии. Как сейчас идем, такими темпами, я еще раз констатирую, что до 15 февраля дефицит может быть составить 150 миллионов киловатт-часов. Из-за регулярного увеличения нагрузки и отсутствия капитальных вложений за весь послевоенный период энергосистема Абхазии постоянно работает в аварийном режиме. В ходе встречи на Ингургэс обсуждались возможные снижения потребления электроэнергии за счет веерных отключений. В ходе совещания были уточнены детали, именно какая мощность будет не хватать для Республики Абхазии. В связи с этим будут прорабатываться вопросы о ограничении подачи электроэнергии потребителям. Скорее всего, будут вводиться ограничения подачи электроэнергии потребителям, веерные отключения. Скорее всего, с 1 октября графики будут корректироваться, и население
будет об этом предупреждено. На сегодняшний день на НГУР-ГЭС введен карантин, так как у порядка 50 сотрудников обнаружен коронавирус. У многих из них болезнь протекает бессимптомно. В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции сейчас все сотрудники, кроме дежурных инженеров и машинистов, находятся на самоизоляции. Мы перевели, кого возможно было, на дистанционный режим работы. И сейчас на станции держим только необходимых людей для ведения работы. Это дежурные инженеры, дежурные машинисты и минимальное количество эксплуатационного персонала. Люди находятся дома и ждут вызовов, если это понадобится. На сегодняшний день станция работает исправно, нет никаких предпосылок, что она остановится или будет какие-то перебои в его работе. Работа гидроэлектростанции НГУР-ГЭС будет приостановлена полностью 15 февраля 2021 года в связи с проведением восстановительных работ деривационного тоннеля, протяженность которого составляет 15,5 километров. Аля Катрапш, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. 20 сентября в Цхинвале пройдут праздничные мероприятия, посвященные 30-летию образования Республики Южная Осетия, а также военный парад. По приглашению министра обороны Южной Осетии Ибрагима Гассеева в них впервые примут участие официальная делегация Министерства обороны Абхазии во главе с министром Владимиром Ануа и парадный расчет Сухумского высшего общевойскового командного училища. 16 сентября военнослужащие Минобороны от СВОКу выехали в Южную Осетию. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства страны. В Сухуме прошло совещание Государственной комиссии по регулированию радиочастотного ресурса Абхазии. Участники заседания рассмотрели несколько основных вопросов, связанных с работой вновь созданной комиссии. Подробности в репортаже Гугу Цевардания. Это первое за 2 года заседание Государственной комиссии по регулированию радиочастотного ресурса Республики Абхазия. Открывая работу совещания, заместитель руководителя аппарата Кабинета министров, председатель Государственной комиссии Кристиан Бжани отметил, что за такой большой срок возникло множество вопросов и проблем, которые необходимо решить в короткие сроки. Как нам известно, на протяжении последних 2 лет комиссия не заседала. И, как мы полагаем, в этой сфере такая своеобразная вольница сформировалась. Но чтобы это преодолеть, чтобы навести порядок, необходимо будет комиссии регулярно и серьезно работать над тем, чтобы все решения соответствовали утвержденной таблице распределения полос радиочастот между радиослужбами Республики Абхазия. В самом начале еще раз хочу оповестить всех пользователей радиочастотным ресурсом, что с началом работы комиссии всем необходимо подавать в комиссию соответствующие заявки на право использования радиочастотного спектра. В рамках заседания был утвержден регламент работы Государственной комиссии по регулированию радиочастотного ресурса Республики Абхазия. Также был принят порядок проведения экспертизы на предмет возможности использования радиоэлектронных средств. Проект на голосование. Кто за принятие порядка проведения экспертизы, прошу голосовать. Против нет, воздержавшихся нет. Спасибо. В компетенцию Госкомиссии входят и вопросы пограничного сотрудничества в сфере использования частотного ресурса. Также были рассмотрены заявления от посольства Российской Федерации в Абхазии и Международного Красного Креста на выделение радиочастотных каналов для земной спутниковой станции и каналов в 2-метровом диапазоне. Их просьбы были удовлетворены. Участники совещания также отметили, что использование радиочастотного ресурса в республике нужно обязательно узаконить в Государственной комиссии. Надо создавать новую базу данных используемых радиоэлектронных средств, используемых частот, готовить новый частотный план по всей стране. На сегодняшний день, начав работу, мы обнаружили, что ни одной выделенной радиочастоты не присвоено использующим или используемым радиоэлектронным средствам. В законе о связи прописана процедура присвоения выделенного радиочастотного спектра радиоэлектронным средствам. На сегодняшний день ни одна частота, которая используется в стране, не работает законно. Использование ими радиочастотного спектра узаконить через Государственную комиссию.
Это касается и телерадиовещателей, это касается и служб специального назначения, это касается операторов подвижной связи телефона и других пользователей. Нам, как я знаю, уже поступило обращение коллег из Российской Федерации о возобновлении работы по приграничному сотрудничеству в области использования радиочастотного спектра. Такой опыт у нас уже имелся в канун проведения зимних Олимпийских игр в Сочи. Вот. И я думаю, что уже наработанный опыт есть. Мы просто будем продолжать в этом фарватере действовать. Решение о создании Государственной комиссии было принято Кабинетом министров в августе текущего года. В ее состав вошли руководители и представители министерств, специальных служб и соответствующих республиканских унитарных предприятий. Как было отмечено на заседании Госкомиссии, регулирование радиочастотного ресурса также напрямую связано с экономикой, пополнением государственного бюджета. Гугу Савардания, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение. С 26 по 30 августа в Москве и Санкт-Петербурге проходил международный молодежный форум «Русское слово в глобальной медиаконкуренции», организованный Россотрудничеством. Мероприятие объединило представителей СМИ, филологов, преподавателей и литераторов. В нем приняли участие и журналисты Абхазского телевидения и радио. О том, как проходил форум и какие впечатления подарил он участникам, в репортаже Эсмы Гуланца. Форум прошел в кругу профессионалов своего дела, в обстановке доверия друг к другу и живого интереса к происходящему. 2 дня в Москве и 3 в культурной столице Санкт-Петербурге. По приезду участники посетили крупнейшее в стране информагентство «Россия сегодня», где обсудили актуальные вопросы современного медиапространства. Мы посетили штаб-квартиру «Спутник» Международного информационного агентства. Там было очень много всего интересного. Нам рассказали о особенностях работы агентства. Посетили информационное агентство «Мир» в Москве. Там также было очень интересно. Помимо официальной части у нас также была экскурсионная. В Москве я была, а вот в Питере я, конечно, впервые. Это какое-то очень яркое, необычное путешествие для меня. Вот поездка такая, она тоже не была у меня так запланирована. Спонтанная поездка оказалась для многих участников. Некоторые подали заявки буквально в последний момент. И, кстати, приняты были все. 26 человек из Абхазии оказались единственными гостями форума, так как из-за угрозы распространения коронавируса представители других республик и регионов приехать не рискнули. Я решила попробовать себя и поучаствовать, и нас отобрали. Несмотря на плотный график у нас на работе, на телевидении, нас отпустили 6 сотрудников ГТРК, участвовали в форуме, который организовывает Россотрудничество. Конечно же, спасибо нашему руководству, потому что такая возможность дается не всегда, и нам пошли навстречу. Вот в Санкт-Петербурге мы посетили здание правительства Смольное. Кроме того, что это здание является зданием правительства, на сегодняшний день там действующий музей. Нам рассказали, показали кабинет самого Ленина. Культурная программа не оставила равнодушным никого из участников. Обзорные экскурсии по Москве и Санкт-Петербургу, прогулка по ВДНХ, посещение музеев. Оба города очаровали всех без исключения. А во время деловых встреч молодые лидеры пообщались с руководителями комитетов администрации Санкт-Петербурга и представителями Россотрудничества. Я, хотя не впервые в Москве и в Питере, но для меня было открытием попасть на ВДНХ в павильон «Макет Москвы». Нам показали огромный макет города, было очень ярко, красиво. Я надеюсь, что Россотрудничество организует очередные поездки в другие регионы России. Я надеюсь, что буду участвовать в других проектах. Спасибо огромное за теплый прием. Говорят, все хорошее имеет свойство заканчиваться. Форум «Русское слово в глобальной медиаконкуренции» завершился на 5-й день. Однако яркие эмоции, новый опыт и знакомства надолго останутся в памяти участников. Эсма Гуланзе, Абхазское телевидение.
Сухумский водоканал сообщает, что в связи с ремонтом напорного водовода, расположенного на территории насосной станции номер 4, в четверг, 17 сентября, будет прекращена подача воды в некоторых районах столицы. С полуночи до 6 часов вечера не будет воды в Новом районе, Старом поселке по улице Эшба, в районе вокзала по улице Адыгейская, в районе Виема и на верхних этажах домов в центральной части города. И в конце выпуска прогноз погоды. По сообщению гидрометцентра, в Абхазии ожидается небольшая облачность, по-летнему жаркая погода. Температура воздуха ночью плюс 18-23, днем плюс 27-32. Температура морской воды плюс 26 градусов. И на этом наш выпуск завершен. Спасибо за внимание.